Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумага дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Ко мне на почту очень часто присылают статьи, тексты наши сторонники независимого Башкортостана из самой республики. В этот раз мне прислал свою статью админ телеграм-канала «Голос Башкир», мой хороший знакомый. Статья очень сильная, статья интересная, местами жесткая. Я бы хотел вас с ней ознакомить. Но прежде чем я начну, я прошу вас подписаться на мой канал, кто еще этого не сделал, поставить лайки, помочь с распространением данного видео, писать в комментариях, что вы думаете об этом видео. Ну и, конечно же, подписаться на сам телеграм-канал «Голос Башкир». Итак, статья от админа телеграм-канала «Голос Башкир». Инфопомойки Рауфы Рахимовой и прочей пророссийской оппозиции любят всякий раз писать об инсайде, которым они располагают якобы от знающих людей. А эти знающие люди точно знают, что вот-вот и Хабирова скинут. Уже и в Кремле решение принято, уже и замена на подходе. Говорят, что на место Хабирова придет тот или другой, что все уже порешали, а Хабирова никак не скинут. Все сидит он и сидит на своем месте. Не случись какого-нибудь оперативного совещания, то сразу делается однозначный вывод. Хабирова скинули. И, короче, скидывают этого Хабирова и скидывают, а он никак не скидывается. Не знаю, какие нужно иметь мозги, чтобы все время наступать на одни и те же грабли. Почему Хабирова не скинут? И зачем вообще поставили Хабирова? Хабиров пришел к власти на волне расцвета башкирской общественной организации «Башкорт», наиболее сильной и национально ориентированной оппозиционной организации в Башкортостане того времени. Тогда у власти был Рустем Хамитов, при котором все ограничивалось административными протоколами, штрафами, стычками с полицией и прочими мелкими провокациями со стороны коллаборационистов. Никто не мог оказать существенного воздействия на БО «Башкорт», которая набрала тогда заметную популярность в башкирском обществе. Власть ничего не могла тогда сделать. Осенние конфликты 2018 года стали звоночком для оккупантов, когда они поняли, что с БО «Башкорт» надо что-то решать. Хамитова убрали, посчитав его больше ненужным. Поставили Хабирова, тупого, верного и преданного России. Какие задачи поставили тогда перед Хабировым? Политолог Дмитрий Михаличенко прямо сказал, что перед Хабировым поставили две задачи. Решить вопрос с сырьем для БСК «Сода», то есть отдать Шихан Куштау под разработку, и решить вопрос с башкирскими националистами. В мае 2020 года организация БО «Башкорт» была признана экстремистской. Сейчас власть делает вид, что БО «Башкорт» продолжает существовать, чтобы клепать дела на несогласных. Я уже писал, что организация «Башкорт» действовала в рамках законов Российской Федерации, то есть не могла говорить и осуществлять свою деятельность с целью достижения независимости Башкортостана. Они говорили об автономии, о расширении прав и полномочий республики, о политических, о социально-культурных и прочих проблемах, но о независимости никто никогда не говорил. Потому что российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за так называемый сепаратизм. Они нас называют сепаратистами, хотя мы таковыми не являемся. Но это отдельная уже история. Сумел ли Хабиров сделать то, что ему сказали? Короткий ответ – частично. Длинный ответ – нет, не сумел. Поскольку в битве за Куштау он и Россия проиграли. А запретом БО «Башкорт» они вывели башкирских националистов за российское правовое пространство, что позволило радикализироваться и начать говорить уже о независимости. Да, тактически они победили, поскольку БО «Башкорт» была признана экстремистской, была запрещена и на многое развязались руки. Но стратегически они проиграли, потому что, не найдя себе места в новых реалиях, башкирским националистам пришлось уйти из российского пространства и говорить уже
о более неприемлемых для России вещах. Опять-таки, в 2021 году и 2022 году идея независимости не была столь популярна и обсуждаема, как сейчас. Только недавно эта идея начала раскручиваться, обсуждаться, популяризироваться. И когда власть поймет это, то они предложат вернуть предыдущие настройки, пойдут на попятную. Но для нас уже не будет в этом никакого смысла. Русские псевдолибералы уже сейчас предлагают нам отсыпать суверенитета, лишь бы мы остались в составе так называемой Российской Федерации. Какое у Хабирова будущее? Хабиров находится в контакте с руководством России, в том числе и с Путиным. Перед ним периодически ставятся новые задачи, которые он должен исполнить. А иначе его скинут и посадят в тюрьму. Сейчас он занимается тем, что отправляет башкир на войну против Украины, поскольку Россия имеет намерение сократить численность башкир, чтобы достичь более лучшей ассимиляции, русификации и ослабления нашего народа. Еще он должен потворствовать российскому бизнесу, чтобы тот чувствовал себя комфортно и мог зарабатывать на башкирской земле. Сейчас стоит вопрос разработки Корктау, интересантом разработки которого выступает русский олигарх Алтушкин. Хабиров просто должен сломать через колено несогласных, чтобы Алтушкин и российская казна смогли заработать. Ведь деньги нужны как олигарху, так и российской казне. Еще он должен изводить башкир, проводить русификацию, строить церкви и заниматься всем тем, что нужно для ассимиляции и, как я это называю, превратить Башкортостан в составную часть России. То есть сделать из нашей страны обычную рядовую область. Пока Башкортостан даже называется Башкортостаном, есть угроза так называемого сепаратизма и дезинтеграции, а по справедливости освобождения Башкортостана. Поэтому пока у Хабирова есть задачи, которые он должен осуществить. Это нужно понимать. Вся эта приторная клюква, которой занимается Всемирный Курултай Манкуртов и прочие псевдонациональные организации, всего лишь белый шум, мишура и мусор. Попытка отвлечь башкир. Ну а то, что Рауфа Рахимова и прочая пророссийская оппозиция не любит Хабирова, так в этом нет ничего удивительного. Просто кое-кто сам метит на место Хабирова, чтобы так же роскошно жить и кайфовать, как сам Хабиров. Заниматься реальными, интересующими башкир вопросами и проблемами никто из них не будет. Ни Хабиров, ни Рахимова, ни всякие там Каримовы, Шмаримовы. Какой можно сделать из этого всего вывод? Я не думаю, что Хабирова скинут. Он исправно и послушно выполняет то, что ему велено. То, что он ворует и наживается, это ничего не значит. Сама система завязана на этом. Если бы он не мог набивать свои карманы, то для него не было бы смысла возглавлять республику. Если бы система была вне коррупции, то поставили бы реального генерал-губернатора. Но для башкир тогда был бы прямой повод задуматься, чего система-оккупант допустить не может. Поэтому очень удобно для них, что шакал в овечьей шкуре возглавляет Башкортостан. Ведь тогда можно всегда указать на национальность этого шакала. И пока этот шакал делает то, что ему скажет, смысла его скидывать нет. Я не верю в подковерную борьбу каких-то кланов. Я думаю, что Россия понимает значимость Башкортостана и ставит тех, кто будет исполнять ее хотелки. Сломить это можно только в независимом Башкортостане. Потому что пока мы оккупированы Россией, мы зависимы от России и будем делать то, что говорит нам Москва. Даже если кто-то верит в рефедерализацию, в прекрасную Россию будущего, даже в этом случае мы будем зависимыми от Москвы. А быть зависимыми мы не хотим. Даже если Россия будет реальной федерацией, это все равно не спасет башкир от гибели. Башкир от гибели спасет только независимость. А хотеть независимости могут лишь те, кто понимает статус наших взаимоотношений. Оправдать желание быть в составе России, без разницы, в путинской или обновленной, можно лишь тем, что человек считает себя хуже русского. Считает свою нацию более отсталой и неспособной
А если у человека есть такие мысли, то, скорее всего, он лично таковым и является. Я не считаю ни себя, ни свой народ хуже кого-то. Я знаю историю и понимаю, что мы способны и имеем право на независимость. Конец. Такая статья. Если она вам понравилась, пишите, пожалуйста, в комментариях. Помогите с распространением. На этом все. Хау булыгыз, хурмәтле милләттәшләр. Осы шагат иклем.